Салем, достар! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будут новые слова и фразы с правильным произношением и будут примеры их использования. Внимательно слушайте и повторяйте за мной. Запоминайте фразы и используйте их в разговорной речи. Первая фраза «Ол маған ала көзімен қарады». Ол маған ала көзімен қарады. В слове «көзімен» звук «к» произносится как «г», потому что перед звуком «к», обратите внимание, стоит гласная буква «а». Ала көзімен, ала көзімен. Дальше, в этом же слове, во втором слоге, звук произносится как губы округляем, потому что если в первом слоге присутствует гласная то последующие звуки произносятся как Көзімен, көзімен. Не көзімен, а көзімен. Дальше в слове қарады к произносится как г, потому что он следует после сонорного звука н. Көзімен қарады, көзімен қарады. И н сам произносится как ң. Ала көзімен қарады, ала көзімен қарады. Не ала көзімен қарады, а произносится как ала көзімен қарады. Ала көзімен қарады. Фраза «Ол маған ала көзімен қарады» переводится как «он» или «она посмотрел на меня косо» или «он посмотрел на меня с недовольством». Это выражение используется, чтобы описать взгляд с подозрением, с неприятностью или осуждением. Например, это может быть ситуация, когда кто-то недоволен вашими действиями или завидует, и это выражается в его взгляде. Следующая фраза «ала жаздай». «Ала жаздай» в казахском языке может быть переведена как «все лето» или «на протяжении всего лета». Она используется для обозначения периода, который охватывает все лето или большую его часть. Например, если вы хотите сказать, что что-то происходило все лето, вы можете использовать это выражение. Например, «Ала жаздай балалар аулада ойнады». «Ала жаздай балалар аулада ойнады». «Ала жаздай балалар аулада ойнады». Все лето дети играли во дворе. Это выражение подчеркивает продолжительность какого-то действия в течение всего летнего периода. Ала жіпті аттамау. Ала жіпті аттамау. Ала жіпті аттамау. Фраза «ала жіпті аттамау» является казахским идиоматическим выражением, которое буквально переводится как «не переступать через разноцветную полосатую нить». В переносном смысле это означает жить честно, не нарушать законы и моральные нормы. Это выражение употребляется, когда говорят о человеке, который не совершает дурных поступков и не поступает несправедливо по отношению к другим. Например, «Ол адал адам». «Ол адал адам». Он честный человек. «Ешқашан ала жіпті аттаған емес». «Ешқашан ала жіпті аттаған емес». Никогда не нарушал моральные нормы. Фраза подчеркивает высокие моральные принципы человека и его стремление следовать правилам честности. «Ол адал адам». «Ешқашан ала жіпті аттаған емес». Следующая фраза «алақаны-шу». «Алақаны-шу». В слове «кшу» звук «к» произносится как «г», потому что если после гласной или сонорной или звонкой согласной буквы следует «к» или «х», то эти буквы произносятся как звонкие «г» или «г». «Алақаны» оканчивается на гласный звук поэтому «кшу» произносится как «гшу». Не «алақаны кшу», а как «алақаны-гшу». «Алақаны-гшу». Фраза «алақаны-гшу» дословно переводится как «зуд ладони». В казахской культуре она используется как
суеверие или примета и имеет несколько значений в зависимости от контекста. Если чешется правая ладонь, это означает получение денег или прибыли. Если чешется левая ладонь, это может означать, что скоро придется потратить деньги или кому-то их отдать. Эта фраза имеет аналог в других культурах, где зуд ладони тоже ассоциируется с финансовыми вопросами. Бүгін менің оң алақаным. Бүгін менің оң алақаным. Сегодня моя правая ладонь. Бүгін менің оң алақаным қышып тұр. Бүгін менің оң алақаным қышып тұр. Сегодня чешется моя правая ладонь. Ақша алатын. Не ақша алатын, а ақша алатын. В слове ақша последний звук, гласный звук А отпадает, опускается. Сразу произносим звук А во втором слове. Ақша алатын шығармын. Ақша алатын шығармын. Бүгін менің оң алақаным қышып тұр. Ақша алатын шығармын. Бүгін менің оң алақаным қышып тұр. Ақша алатын шығармын. У меня сегодня правая ладонь чешется. Наверное, скоро получу деньги. Фраза «амал табу». «Амал табу». В казахском языке переводится как «найти способ» или «найти выход». Она используется в значении решения проблемы или нахождения выхода из сложной ситуации. Например, «бір амал табуымыз керек». «Бір амал табуымыз керек». «Бір амал табуымыз керек». Нам нужно найти какой-то выход или нам нужно найти какой-то способ. Следующая фраза «амал ганша». «Амал ганша». Здесь тоже в слове «канша» звук «к» произносится как «г», потому что перед ним стоит сонорный согласный звук «л». Не «амал канша», а «амал ганша». «Амал ганша». Фраза «амал ганша» переводится как «что поделаешь» или «ничего не поделаешь». Она используется для выражения смирения с ситуацией, когда нет другого выхода или решения. Например, «амал ганша, енді ештеңе істей алмаймыз». «Амал ганша, енді ештеңе істей алмаймыз». «Амал ганша, енді ештеңе істей алмаймыз». Что поделаешь, теперь мы ничего не сможем сделать. Достар, если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайки и не забудьте подписаться на мой канал. Рахмет, сау болыңыздар.